В Удорской ЦРБ продолжается масштабный ремонт. Ранее уже обновились детский сектор, терапевтическое отделение, большая часть первого этажа, а также пищеблок больницы. Общий объем финансирования почти 20 миллионов рублей. Благодаря ремонту в ЦРБ появились и необходимые условия для вакцинации против коронавируса. В обновленном учреждении побывала Евгения Кладкевич. На прием маленькие пациенты Удорской ЦРБ идут словно в детский сад. Для них в рамках проекта «Бережливая поликлиника» здесь оборудовано несколько зон отдыха и подвижных игр. Об утомлении в очередях больше нет и речи. С появлением отдельной регистратуры на прием к врачу можно записаться дистанционно. Необходимые документы оформить в электронной форме уже на месте. Был ремонт кабинетов, сделан специальный вход именно для детей. Это хорошо, в чем дело. Мы отделены от взрослой теперь поликлиники, и в условиях ковидных наших это очень важно, то, что разобщенность идет детей и взрослых. Светлые стены, новое освещение, современная мебель. Особый уют отмечают и работники детского сектора. Недавно здесь появился еще и кабинет здорового ребенка. В перспективе будут проводить консультации психолога. Сейчас же в кабинете осматривают пациентов, желающих сделать прививку от коронавируса. Кампания по вакцинации в Удорской ЦРБ началась 2 февраля. Первая партия «Гамковид-Вак» 500 доз для первичной вакцинации, 500 доз для вторичной практически реализована. Желающих сделать прививку очень много. В день по 20 человек. Вакцина, по словам врачей, переносится хорошо. Осложнений и жалоб со стороны пациентов ни разу не фиксировали. Со дня на день в ЦРБ поступит вторая партия. Всего в районе, в том числе и в отдаленных поселениях. Планируют привить больше 7 тысяч жителей. Первые пациенты – пенсионеры, старше 60 лет. Они очень активные. Всю кампанию они в основном и шли. Вот. Но есть средний возраст, тоже ничего, идут, прививаем. Молодежь, не очень. Вот. Но сейчас пошли по организациям люди прививаться, поэтому и молодежь попадает. Глобальный ремонт в Удорской ЦРБ проходит и в отделении общей терапии. Покраска стен и потолков, замена освещения и установка водонагревателей в палатах. Особым событием стало обновление процедурной комнаты. На месте когда-то обшарпанных стен и полов теперь сияет белоснежная плитка. Для будущих пациентов установили душевые кабины. Ремонт терапевтического отделения продолжается. Лечение тяжелобольных временно организовано в хирургии. Деньги были выделены после поездки главы Республики Коми, когда он ознакомился с республикой, первый выезд был, то есть было посещение ЦРБ, мы ему показали определенные проблемные вопросы, моменты, и также показал, что нужно выделить средства на ремонт. И после того, как он осмотрел, было принято через какое-то время решение о выделении данных средств. Я уже руковожу 10 лет. То есть за 10 лет, вот этот прошлый год и этот у нас самое массовое, наверное, выделение денег на ремонты. На средства, выделенные по поручению главы в больнице, привели в порядок и пищеблок, обслуживающий десятки больных. Он нуждался в ремонте еще с 90-х. В итоге здесь покрасили стены, полы, потолки, поменяли окна и двери, оборудовали дополнительный цех для работы с холодными продуктами. У нас сделали зонирование, то есть у нас раньше был только горячий цех, и один цех, который был и мясорыбный, и овощной, и моечное, все вместе. У нас есть отдельные цеха по приготовлению, то есть овощной, мясорыбный, отдельно моечное. Теперь у нас есть душевая кабинка для персонала, что обязательно на пищеблоке, отдельный туалет, раздевалка. Лучше всего оценить проделанную работу могут пациенты. И они, судя по отзывам, результатами крайне довольны. Конечно, намного лучше, и светло стало, и кажется, и тепло, или, может, на улице тепло, не знаю, но хорошо стало светло. Когда ремонт, всегда красиво. И давно нужно было уже сделать ремонт. Потому что, когда красиво, тогда и хочется бывать, ходить сюда. Но, правда, лучше меньше сюда попадать. Хорошо, нравится. А что больше всего нравится? Вот внешний ремонт вот этот, конечно, очень приятно. Но хотелось бы, чтобы и в кабинетах тоже продолжилось. В планах на этот год ремонт взрослой регистратуры в рамках проекта «Бережливая поликлиника». Необходимые средства уже выделены. Составляется проектно-сметная документация. Евгения Кладкевич, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Удорский район.